На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Вопросы формирования общего пространства обороны и безопасности Абхазии и России были обсуждены сегодня в администрации президента. Аслан Бжаня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным, представителями посольства России, Управления ФСБ, Минобороны и МВД России в Абхазии. Подробности в репортаже Алисы Шамба. Спасибо за приглашение. Приветствуя гостей, Аслан Георгиевич отметил значимость сегодняшней встречи ввиду дружественных отношений между Россией и Абхазией. Как известно, на следующей неделе президент Абхазии вылетает в Москву, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Аслан Бжаня отметил, что накануне этой поездки для него особенно важно и ответственно познакомиться с представителями госструктур Российской Федерации, несущих службу на территории Абхазии, и обсудить все вопросы двустороннего сотрудничества. В рамках встречи были подведены итоги и обсуждены отдельные положения договора о союзничестве и стратегическом партнерстве в части формирования общего пространства обороны и безопасности, подписанного между обеими странами в ноябре 2014 года. Считаю необходимым поддерживать самые тесные контакты с представителями российского государства на территории Республики Абхазия. Хотел бы вернуться к нашему договору, который был подписан в ноябре 2014 года, к отдельным его положениям, с тем, чтобы подвести итог этому договору более 6 лет. Многие мероприятия уже реализованы, некоторые мероприятия реализовать не удалось. Считаю важным понять, почему и по какой причине. Договор был направлен на то, чтобы придать новый импульс нашим межгосударственным отношениям и развитие положения этого договора, конечно, очень важно для граждан Абхазии и, соответственно, Российской Федерации. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил президента за приглашение и отметил, что это первая встреча в таком составе после официального вступления Аслана Георгиевича в должность. Он также подчеркнул, что всегда открыт к обсуждению любых вопросов, в том числе договора от 2014 года. Как посол Российской Федерации хочу отметить в части реализации его внешнеполитических инициатив, имею в виду прежде всего меморандум, подписанный между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Республики Абхазия. Он выполняется, на наш взгляд, без особых проблем и в полном объеме. Почему, с вашего позволения, несмотря на отсутствие, позволю себе поблагодарить исполняющего обязанности ныне министра иностранных дел Республики Абхазия Дауру Вадимовича Кове. Надеюсь, что и в части внешнеполитического раздела, и в части его важнейших разделов для всего абхазского государства, такие как оборона и безопасность, и для всего абхазского народа в части, прежде всего, социально-экономического содействия и развития со стороны Российской Федерации, уверен, что совместными усилиями все положения этого договора будут выполняться. Что касается главной темы встречи, то речь шла о 5-й статье обсуждаемого договора, в которой говорится о формировании общего пространства обороны и безопасности, а именно создание объединенной группы войск. Алиса Шамба, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Александр Ангваб встретился с руководителями бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гундай Квициня и Майя Амичба. Обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик, процессы изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров. Кроме того, на совещании шла речь о возможности возобновления деятельности Государственного фонда развития абхазского языка. При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами Абхазии в области изучения языка фондом было издано около 100 наименований художественной методической литературы, литературы наглядного пособия с общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров. Значительная часть изданного материала при взаимодействии с Министерством просвещения бесплатно распространялась по образовательным учреждениям и выделялась нуждающимся семьям. Сегодня у специалистов
специалистов фонда около 15 проектов готовы к выпуску и реализации. По итогам встречи премьер-министр отметил, что готов вернуться к продолжению этого разговора. Ситуация с задержкой заработных плат работникам бюджетной сферы, перспектива туристического сезона, внесение поправок в закон об НДС. Эти и другие вопросы обсуждались в ходе пресс-конференции вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, которая прошла сегодня на площадке абхазского телевидения. Как отметил Владимир Делба, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство оставляет за собой обязательства по социальным выплатам, и проблема должна быть разрешена в ближайшее время. Власти прикладывают все усилия, чтобы организовать выплаты зарплат в июне и следующих месяцах. График выплаты заработной платы на июнь месяц теми средствами, которыми мы располагаем, осуществляется в том же порядке, в котором и был прежде. То есть сегодня за счет средств непосредственно республиканского бюджета обеспечиваются расходы на обороноспособность страны, на правопорядок. И это прежде всего. На сегодняшний день мы готовимся к финансированию расходов работникам бюджетной сферы в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Общий объем расходов, который составляет более 200 миллионов рублей. Мы полагаем, что это произойдет в ближайшее время, на что мы очень надеемся. Мы сами, естественно, прилагаем, еще раз повторюсь, все усилия для того, чтобы мобилизовать все законные доходные источники в бюджет и за счет них, естественно, выплачивать заработную плату. Полную версию пресс-конференции вице-премьера, министра финансов Владимира Делба смотрите после информационного выпуска Амшапшара. Как спасти туристическую отрасль? Что необходимо предпринять, чтобы помочь главной экономической отрасли страны справиться с кризисом? По инициативе Центра социально-экономических исследований в Сухуми прошел научно-практический семинар, в рамках которого ученые, представители туристической сферы, предприниматели и экономисты обсудили проблемы, связанные с отсутствием курортного сезона на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Репортаж Гугут Севардания. Отсутствие туристического сезона в стране – одна из самых важных и острых тем на сегодняшний день. В сфере туризма занята большая часть населения Абхазии. Это не может не сказаться как на экономике страны, так и на благосостоянии обычных граждан. Как отметил кандидат философских наук Олег Домения, повестка дня очередного семинара Центра социально-экономических исследований буквально продиктована и навязана сложившейся ситуацией. Сегодня эксперты во всем мире задаются вопросом, как спасти туристическую отрасль. Так во Всемирном совете по туризму и путешествиям заявили, что ущерб может составить более 22 миллиардов долларов. Как отметила научный сотрудник ЦСИ Амрат Сужба, что касается Абхазии, то вследствие неполной статистики, а также достаточно высокой доли теневого сегмента, сложно определить реальные убытки от срыва туристического сезона. Для поддержки туристической отрасли специалистами ЦСИ были разработаны определенные рекомендации. В первую очередь они касаются налогообложения. Можно было бы продумать вопрос о снижении ставок на социальное страхование и обеспечение с фонда оплаты труда с 20 до 10%. Необходимо разработать и ввести в действие программу льготного кредитования, а также предоставить каникулы по выплате процентов и погашению основного долга по кредитным договорам, оформленным на строительство, реконструкцию и ремонт гостиничных комплексов. Также необходимо рассмотреть вопрос о введении моратория на штрафы до конца года и установить отсрочку уплаты уже выписанных штрафов. Введение в действие данных мер позволит предприятиям в какой-то мере преодолеть тот кассовый разрыв, который сложился, восстановить объем необходимых оборотных средств для возобновления и продолжения финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий. Однако, по словам ученой, самое сложное в этой ситуации – непредсказуемость. Когда власти снимут запрет на туристическую и экскурсионную деятельность? Достаточно ли будет туристу ковид-паспорта, выданного в Российской Федерации? Или же нужна справка, выданная в Абхазии? Не потребует ли Россия от своих граждан по возвращению домой прохождения карантина? Смогут ли туристические объекты выполнить все рекомендации по обеспечению безопасности туристов? А если человек, находящийся в гостинице, заболел
коронавирусом. Что тогда? На все эти вопросы нужны ответы и точные рекомендации. У главного санитарного врача города Сухум Аллы Беляевой, принимавшей участие в работе круглого стола, тоже больше вопросов, чем ответов. Алла Беляева рассказала участникам встречи, как в Абхазии удалось сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Почему у нас именно курсанты были среди тех, у кого был выявлен этот вирус? Потому что за ними мы смогли организовать нормальный мониторинг. Они приезжали из городов, в которых вспышка набрала максимальные масштабы. Это Москва, это Питер в основном, частично Тюмень, Красноярск. Но основные это Москва и Питер, где, как вы знаете, число заболеваний насчитывается сотнями тысяч. И вот в связи с таким отношением нашего населения к проблеме коронавируса у нас и будут проблемы с тем, что заехавшие сюда туристы могут нам организовать значительно большие проблемы, чем мы до этого имели. Все случаи заболевания у нас были завозными. Мы не допустили здесь распространения ни одного очага. То есть фактически все было 3 семейных очага, они все были локализованы в самом начале, и из них не произошло разноса по людям. Алла Беляева также отметила, что вирус до сих пор хорошо не изучен и поэтому непредсказуем. Никто, включая достаточно маститых ученых, не может уверенно сказать даже о точном времени инкубационного периода. Предотвратить завоз инфекции – самая главная задача. В случае открытия границы и разрешения туристской деятельности меняются требования к крупным гостиницам. Обязательно присутствие медицинского персонала и оборудованного изолятора, термометра в каждом номере, а также соблюдение санитарных норм в питании. Что касается ситуации с меньшими объектами, то здесь все намного сложнее. Наше государство не готово. Не готово именно к тому, чтобы мы сегодня в соответствии с нашими нормами, со стандартами, которые предлагает и внутренняя организационная структура, и Роспотребнадзор, к сожалению, мы не вытягиваем. Изучая внутренний рынок туризма в Абхазии, небольшой рекурс о том, что официально зарегистрированных средств размещения в Абхазии, то есть те, которые имеют разрешение на вид деятельности, у нас 45 объектов всего лишь. Из общего мониторинга более 400 объектов. То есть мы понимаем, среднее количество койко-мест до 40 тысяч, но организованных средств у нас мало. Говорить о том, что все объекты сегодня даже с вашими предложенными нормами выдержат, мы не сможем. В любом случае, сейчас первостепенно принять план и регламент выхода из карантина, чтобы знать, как действовать дальше, считает президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. Люди будут приезжать со справками, люди будут там измерять температуру и так далее. Я думаю, что въездные экскурсии мы можем подумать о том, чтобы их разрешить. Они на один день приезжают. Они уже со справками. Они заехали, выехали. Вот нам нужно понять, как обезопасить свой персонал, свое население. Вот если создать рабочую группу, если мы сядем все, и ательеры, и те, кто этим занимается, то есть это нужно не час, не два, это нужно, наверное, каждый день, как на работу ходить и обсуждать все эти вопросы. И в конце концов к чему-то прийти. Анна Калягина также отметила, что необходимо направить максимум усилий на то, чтобы вывести сферу туризма из кризиса. Здесь можно искать новые формы развития туриндустрии, такие как экотуризм. В этой связи необходимо разработать стратегию развития бизнеса на основании того, как будет жить мир после пандемии. Гугут Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 21 человека. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 17 июня составляет 38 человек. Из них 10 человек проходят стационарное лечение в Гудаутском госпитале, 27 выздоровели, 1 пациент умер. А сейчас в нашем выпуске время оперативной сводки Министерства внутренних дел. В
ходе проведения оперативных мероприятий в отношении ранее задержанного в состоянии наркотического опьянения жителя села Нижняя Шера Юрченко Виктора Викторовича на 3 участках нежилой местности в Сухумском районе сотрудниками УКОН МВД Абхазии изъяты наркосодержащие корни, запрещенных культивированию на территории Республики Абхазия растений мака и конопли. Житель Гудауты Авицба Адгурзанбеевич, пребывавший в состоянии наркотического опьянения, задержан сотрудниками уголовного розыска Гудаутского отдела внутренних дел. При досмотре у гражданина изъято наркотическое вещество марихуана. Огнестрельное оружие сотрудниками отдела милиции поселка Дранда изъято и у жителя Гулырыбского района Калинджана Ведиса Ашотовича, который незаконно хранил СКС калибра 7,62 мм с боеприпасами к нему в спальне своего домовладения. Хранимые среди кухонной утвари боеприпасы и автомат системы Калашникова сотрудники уголовного розыска райотдела изъяли у другого жителя Гулырыбского района Авицба Адгура Николаевича. Помимо оружия на приусадебном участке гражданина сотрудники милиции изъяли наркосодержащие корни конопли, а также уже заготовленное к употреблению наркотическое вещество марихуана. В селе Мачара при проведении оперативных мероприятий был остановлен автомобиль под управлением местного жителя с пассажиром, проживающим в городе Сухум. Сотрудники уголовного розыска Гулырыбского райотдела в ходе осмотра автотранспортного средства обнаружили шприц с наркотическим веществом метадон и таблетки психотропного препарата лирика с назначением на потребление данного медикамента. Информация о ходе дальнейших следственных мероприятий по данным фактам будет озвучена в итоговом выпуске передачи «Дежурная часть». В общеобразовательных школах Абхазии начались выпускные экзамены. В этом году школьники сдают 2 предмета письменно – родной язык и алгебру. Исполняющий обязанности министра просвещения и языковой политики Адгур Какоба лично посетил несколько столичных школ, чтобы проследить за ходом проведения экзаменов. Сегодня все выпускники школ республики, а их в этом году 1950 человек, сдают экзамен письменно по родному языку. Тема посвящена 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В Сухумской 10-й школе в нынешнем году 47 выпускников, из них 4 медалистов. Один из претендентов на золотую медаль, Глеб Аджба, уже поступил в Высшую школу экономики России на факультет мировой экономики и мировой политики. Такой шанс Глебу дала победа в конкурсе, организованном благотворительным движением «Послы доброй воли Абхазии». Изначально при выборе профессии я задался вопросом, почему человек решает большинство конфликтов войнами, оружием и так далее, когда он обладает таким мощнейшим орудием, как речь. После этого я начал интересоваться дипломатией, экономикой, политикой и так далее. Что касаемо самого экзамена, мы пишем изложение, незнакомый нам текст, но, по крайней мере, получается. Исполняющий обязанности министра просвещения и языковой политики Адгур Какоба поздравил 11-классников с окончанием учебы и пожелал успехов на выпускных экзаменах и предстоящих вступительных испытаниях. Безусловно, карантин и ограничительные меры повлияли на учебный процесс, но, несмотря на это, школьникам была дана возможность как следует подготовиться. Выпускники, детишки молодцы. Они, несмотря на то, что были ограничения, они не имели возможности посещать школу, работали самостоятельно. Некоторые педагоги, используя разную форму, работали со своими учениками, а сегодня мы увидим результат этой работы. Я надеюсь, что все они готовы. Тут 4 класса, и все они готовы сдать этот первый экзамен по родному языку. В столичной первой школе имени Баграта Шингуба 37 выпускников. Из них 1 претендент на золотую медаль и 6 отличников учебы. Как и было заявлено, экзамен начался ровно в 9:00. Дирекция школы, учителя, да и сами выпускники надеются на хороший результат экзамена. Сегодняшний экзамен, итоговый государственный экзамен, начался вовремя, в 9 часов. С принятием государственного флага и гимна. Дети сидят в хорошем настроении. Мы их, конечно, подготовили к этому, чтобы они не переживали. Текст попался тоже не очень-то сложный. Ну, пишут дети, работают над собой. Пока идет все нормально. Надеемся на хорошие результаты. Старшеклассники отмечали, что грустно прощаться со школьной порой, но в то же время и отрадно, так как впереди их ждет увлекательное путешествие в студенческую жизнь. Очень грустно прощаться со школой, потому что я здесь провела вообще всю жизнь, можно сказать. Я очень люблю своих одноклассников и учителей.
И я выбрала профессию экономиста. Буду поступать, скорее всего, здесь, пока точно не знаю. И хочу добиться успеха в жизни, конечно же, чтобы у меня все получилось. Я думаю, все будет хорошо. Выпускной экзамен по алгебре и началу анализа состоится 23 июня, а уже 26 июня пройдет торжественное вручение аттестатов выпускникам школ. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Завтра, 18 июня, состоится очередное заседание сессии парламента. В повестке дня более 16 вопросов. Депутаты намерены рассмотреть проекты постановления об исполнении республиканского бюджета за 2018-2019 годы и об исполнении бюджета фонда репатриации за 2018 год. Кроме того, будет рассмотрен проект закона о внесении изменений в закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзенба совместно с представительством Россотрудничества в Республике Абхазия присоединились к проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы». 21 июня в 21:00 на набережной у памятника неизвестному солдату пройдет акция «Свеча памяти», посвященная трагическим событиям, связанным с началом Великой Отечественной войны. А 22 июня пройдет церемония возложения цветов к памятнику неизвестному солдату. Сегодня в Государственном комитете по физической культуре и спорту прошла встреча нового главы Джемала Губа с президентом Федерации шахмат Абхазии Константином Тужба и тренерами. На встрече речь шла как о работе Федерации, так и запланированном в начале августа 17-м шахматном турнире «Абхазия Опен». Репортаж Налы Ковы. Шахматный фестиваль «Абхазия Open» проходит в стране при поддержке Госкомспорта вот уже 17-й год подряд. На международный чемпионат съезжаются сотни юных шахматистов из всех районов Абхазии. Кроме того, с каждым годом «Абхазия Open» набирает все большую популярность среди любителей интеллектуальной игры Российской Федерации. Турнир мы решили не прерывать. 17, потому что пускай наши проведут, если за рубежа время. Да, если границу не откроют, мы все равно проведем. У нас такая традиция есть, что когда мы открываем этот турнир, на открытие мы приглашаем президента. В прошлом году был президент, там и все были министры. В этом году вот мы уже список подготовили, уже кое-какие приглашение послал. Член Федерации шахмат Абхазии Борис Накопи уже год как вернулся в Абхазию и подключился к работе. Работа налажена. Есть желание расширить участие школ в турнире, ведь шахматы помогают всестороннему развитию личности. Борис Накопи рассказал о том, что недавно команда школьников Абхазии заняла первое общекомандное место среди 17 команд в шахматном онлайн-турнире. Шахматы, они помогают и мыслить, и логически анализировать. То есть для жизни детям, будущему вот нашему поколению, очень шахматы могут много оказать полезного. За последний год около 10-12 турниров организовали. Для детей это имеет тоже огромное значение. Там поощрения, скромные призы и все прочее. Начальник спортивного отдела Госкомспорта Жанна Зантари отметила слаженную и плодотворную работу членов Федерации шахмат Абхазии. Вот уже много лет Федерация является предметом гордости. Благодаря ответственной работе руководства абхазские шахматисты стабильно выигрывают во многих международных турнирах, отметила она. Хорошая встреча была сегодня. Не все тренера смогли приехать, к сожалению, но были тренера сухумские, Сачимчири тренер приехал. Это было здорово. Я считаю, что, во-первых, Константин Андреевич Тужба очень на высоком уровне, у него работа поставлена, работа Федерации шахмат. Я хочу его оценить на 5. Я давно с ним работаю, я давно здесь в Госкомспорте работаю. Я хочу сказать, что он молодец. У нас многие тренера, которые вот здесь работают, тут Абарян Артем на высоком уровне тренер. Я боюсь не вспомнить всех. Карапетян, который в Гудаутах тренирует. Здесь Хурхмал, я сказала. Ребята очень хорошие, ребята у нас тренеры очень хорошие. В 2019 году фестиваль «Абхазия Open» прошел в 3 городах Абхазии – Сухуми, Гудауте и Гагре. Участие в турнире приняло более 500 шахматистов. За 16 лет проведения фестиваля «Абхазия Open» турнир посетили именитые шахматисты России, которые сейчас входят в состав сборной страны. Нала Кове и Нала Гухава, Абхазское телевидение.
Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джамал Губаз ведет переговоры с руководством КОНИФА по поводу приезда в Абхазию генерального секретаря Конфедерации Джейсона Хиттона. В частности, обсуждается возможность проведения очередного чемпионата мира или чемпионата Европы под эгидой КОНИФА в республике. Как известно, чемпионат мира по футболу КОНИФА 2020, который должен был пройти в Северной Македонии с 30 мая по 7 июня, отменили из-за коронавируса. Между тем, абхазская сборная участвовать в турнире не смогла бы, так как не набрала квалификационных очков в рейтинговой таблице из-за малого количества проведенных квалификационных игр. Что касается очередного чемпионата Абхазии по футболу, то он стартует в начале августа, как и турнир на Кубок страны. Напомним, что 27-й чемпионат и игры Кубок страны были перенесены на 2020 год из-за финансовых проблем. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 27-32, температура морской воды плюс 22 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.